Сегодня я буду говорить некоторые вещи, которые связаны с нашим духовным ростом, но так важно самим себе задавать этот вопрос. Верю ли я и расту ли я в вере вообще? Двигаюсь ли я в вере? Многие здесь, живущие в Кыргызстане, в Бишкеке, которые 30 лет назад уверовали, вот он как был 30 лет назад, так ничего не изменилось в голове, только знания добавились. Знания добавились. Вот такая вот башка немножко более пухлая стала. И ты когда начинаешь с ним встречаться, разговаривать, ты понимаешь, башка распухшая, а вера не поменялась. У него как были одни и те же проблемы 20-летней давности, одни и те же взгляды, грехи, риторика. Вообще ничего не изменилось. Очень интересное место Писания. Друзья, вы все это место Писания знаете, но это так важно научиться применять к своей жизни. Ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. Матфея 14, с 26 стиха. «Это призрак!» – закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, братва, это я, не бойтесь». «Господи, если это ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к тебе по воде». «Иди, — сказал Иисус». Петр вышел из лодки и пошел по воде. Вы все знаете продолжение этой истории. Все знаете продолжение этой истории. Но знаете, вот каждый раз, мы сегодня тоже дома читали Писание, и мы опять про этого мужчину размышляли, про Петра. Человек с неугомонным, таким, знаете, вот неугомонное сердце, у него запал постоянно. То он уши рубит кому-то, то он по воде ходит, то он клянется и божится, что все предадут, кроме меня. То, знаете, это удивительный человек. Когда Иисус его встречает, он опять пошел рыбачить, хотя мы видим, что в самом начале, когда Иисус его призвал, он оставил все, что связано с рыбалкой. Он как будто бы возвращается в свое отступничество, живет своим прошлым. И знаете, вот Иисус его находит, и когда он в лодке понимает, что это Иисус, Библия говорит, он был голенький, одевается и прям в верхней одежде шлеп в воду и побежал к Иисусу. Удивительный человек, неугомонный. Хорошо это или плохо? Вам вопрос. Хорошо. Хорошо это, друзья. Лучше быть неугомонным. Как один человек сказал, я буду лучше иметь дело с живым ослом, чем с дохлой кобылой. Пока ты что-то хочешь, пока у тебя есть какие-то стремления, желания, ты хочешь, чтобы Бог совершал чудеса в твоей жизни, все молчат. Ну, а он видит, Иисус идет по воде, и он думает, Господи, что так можно было, что ли? И он говорит, давай я тоже буду ходить по воде. Знаете, так классно, когда мы как Петры, мы слышим какие-то свидетельства и думаем, у этого странного человека случилось, ну почему у меня не будет? Я хочу, чтобы в моей жизни было то же самое. И ты как Петр начинаешь выходить из лодки. Знаете, вот люди, которые сегодня растут, люди, которые сегодня духовно куда-то двигаются, это люди, которые выходят из лодки. Ну и что ты сидишь в этой лодке уже 20 лет? Ну да, ты видел чудеса, они где-то там. Ты слышал про Иисуса, про людей, которые что-то делали. Что происходит? Увидев, как сильно дует ветер, он испугался. И начав тонуть, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. Маловерный, сказал он, зачем же ты стал сомневаться? Остальные сидят в лодке и говорят, маловерный ты, Петр. Ой, дурачок, чего ты стал сомневаться? А мы такие. Мы-то сами из лодки никуда не вышли. Мы-то технично сидим, ничего не делаем. Знаете, так легко осуждать людей, которые вышли из лодки, и они куда-то пошли. Иисус про вас, тех, кто в лодке, Он вообще молчит. Он вообще молчит о вас. Знаете, так важно, когда я чувствую, вот, я понимаю, Иисус говорит, чудо есть, чудо рядом, выйди из лодки. Выйди. И ни один из нас, когда мы начинаем что-то делать со Христом, для Христа, мы начинаем делать какие-то первые шаги, ни один из нас не застрахован, что мы начнем тонуть, что у нас все пойдет не так, друзья. Застрахованы от этого только те, кто в лодке. Вот и все. Вот и вся разница между людьми, которые растут в вере, и между людьми, которые просто мозг свой тренируют. Они просто много знают. Я представляю эти 11 ребятушек, которые посмотрели на Петра. Они внутри своего сердца новое знание обрели. Да ну его нафиг ходить по воде. Можно и утонуть. Они сделали для себя какое-то решение. Но Петр, это удивительный человек, это экспериментатор. Он начинает показывать нам путь, что необходимо делать, чтобы видеть Христа
чудотворца в нашей жизни. Многие из нас, мы только слышим про чудеса. Некоторые люди даже ходят в нашу церковь и говорят, ну где чудеса? Бесконечно происходят разные чудеса. Кто-то освобождается от бесов, в чью-то жизнь приходят невероятные благословения финансовые. Я вижу, как люди исцеляются от болезней, а эти люди сидят рядом с нами в лодке и говорят, ну где чудеса? Куча чудес, бесконечное количество. Я вот когда думал про эту лодку, я понимаю, зона комфорта, она у каждого своя. Для меня, например, зона комфорта – это построить, большое собрание, хорошую там церковь, чтобы у нас еще здание свое было, и быть там всегда, до смерти. Но сколько бы мы ни крутили, каждый раз, когда мы, собрание у нас прекрасное, церковь построим, Дух Святой говорит, выходи из лодки, братан. И начинай двигаться опять по воде, начинай в другом месте какое-то дело делать. А так хочется остаться в этой лодке. Ты не поверишь, как хочется. Стабильность. Это то, что, знаете, вот согласитесь же со мной, слово стабильность – это самое дорогое слово, к которому мы все стремимся. Но мы же все хотим стабильного заработка, чтобы нам не заботиться о завтрашнем дне. Мы бы знали, что конкретно работа только будет больше и больше и больше становиться. Все хотим стабильности в отношениях с женой. Все хотим стабильности, зная, что наши дети в один прекрасный момент не затупят и не начнут делать какую-то пакость. Знаете, у каждого из нас свой вызов выйти из этой лодки. Выйти из этой лодки. Мы к чему-то привыкли. У нас есть, знаете, вот такой образ какого-то христианства, к которому мы приспособились. Мы с какими-то вещами в нашей жизни потихонечку смирились. Мы с какими-то вещами в нашей жизни потихонечку согласились. Мы их где-то внутри своего сердца спрятали. А Господь говорит, выйди из этой зоны комфорта, начни с этим воевать, начни с этим что-то делать. А знаете, я по себе вам могу сказать, дорогие друзья, когда вот есть что-то внутри твоего сердца, с чем ты согласился или с чем ты смирился, ты вот в этой лодочке, тебе нормально, ты вроде бы куда-то двигаешься. Есть какие-то вещи, которые стали частью твоей жизни, частью твоего характера, и ты понимаешь, может быть, что это не до конца христианская фишечка или не до конца христианская штучка, и ты с этим согласился, однажды это стрельнет. Однажды это стрельнет. Почему, например, некоторых людей, ты смотришь, был человек и нету этого человека, а потому что у него постоянный бунт внутри сердца жил. Постоянно одно и то же состояние. Ему постоянно не нравилось, что в его жизнь лезут. Он хочет просто ходить на собрания. Он ищет себе такое собрание, где его никто из людей трогать не будет, где к нему никто лезть не будет, а его постоянно щипают, его постоянно трогают. И он сначала возмущается, сначала недоволен, а потом вдруг он пропал. Он нашел себе собрание, где его никто не трогает. Почему, например, человек годами вроде бы ходит за Богом, говорит правильные вещи, а потом пынц с женой со старенькой развелся и на молоденькой сплошь и рядом. Почему всплывают вот эти вот скандалы? Вроде бы человек прекрасные книжечки пишет, ты читаешь эти книжечки, а потом вдруг у тебя желание сжечь нафиг всю эту литературу, потому что, оказывается, этот человек все время жил в какой-то нечистоте. А потому что, когда надо было выйти из лодки, когда надо было сделать шаг по вере, и вдруг даже, если бы ты начал тонуть, но тебе это надо было сделать, человек этого не сделал. Я не буду сейчас спрашивать о том, как вы пришли ко Христу, кто из вас мучился от сексуальной похоти, кто не мучился от сексуальной похоти. Я не буду спрашивать, кто из вас мучился или боролся, или не боролся с обидами, с отверженностью, с завистью, с бунтом, гордостью. Я не буду спрашивать, потому что если мы будем честны, то так или иначе, в той или иной мере, мы все проходим практически одинаковый путь. Но в конце, сидя в этой лодочке, мы научаемся, мы правильное место в лодке занимаем, так, чтобы и на Петра особо не обращать внимания, и в глаза Христа не смотреть, который кидает тебе вызов и говорит, выходи из лодки. Ты приспосабливаешься жить правильно. Но знаете, например, если я не победю похоть вовремя, она стрельнет рано или поздно. Если я не победю свою отверженность и эти внутренние свои обиды, какие-то бесконечные претензии, начиная к моему Богу, заканчивая к родителям, это стрельнет.
стрельнет рано или поздно. С братом с одним общался, говорю, ты вообще красавчик. У тебя, честно говоря, вот то, что там связано с похотью, это просто плюс 80-й левел. Я начинал с минус 80-го левела. Знаете, я когда пришел ко Христу, это было 30 лет назад, я был развращенный человек. И знаешь, каждый раз собрание, например, идет собрание, там какие-то девочки Богу поклоняются, ты смотришь на них, и ты глаза закрываешь, думаешь, Господи, лишь бы не смотреть, потому что ты их видишь вообще без одежды. Ужас, сестра одна говорит. Реально минус 80-й левел. Это просто, это кошмар с мозгами, с которыми я пришел. Пробитые мозги, нечистотой, блудом. Просто грязь настолько, она вот... Дырки там, здесь дырка одна, здесь дырка другая. Сюда входит, там выходит. И вот так тропинка. Какая тропинка? Проспект, по которому дьявол там просто гуляет. И я думал, Господи, неужели я когда-то вообще это смогу победить? Что это нереально. Это просто что-то такое гигантское, что невозможно, наверное, преодолеть. Я мучился от этого, мне было стыдно, я сам себя ненавидел. Я там бесконечно каялся, я ни с кем не мог общаться нормально. Я там постоянно от всех глаза отводил. И неважно, человек в одежде или в короткой одежде, просто думаешь, Боже, потому что это вот здесь, ты с этим пришел. Ты раб этого всего. И знаете, в какой-то момент я подумал, я тогда уже учился в библейской школе, и к нам приехали ребята одни. Я решил, что мне надо получить специальную духовную пилюлю, которая освободит меня от всех проблем. Кто из вас хочет специальную духовную пилюлю, которая освободит вас от всех проблем? Супер пилюля! А там, знаете, у нас еще такие интересные были ребята. Один из Бельгии, другой из Голландии и женщина из Швейцарии. Женщина вот такого роста, когда она приказывала бесам, эти бесы с таким воплем из людей выходили. Я думал, Господи, чудотворец какой приехал. Другой мужчина из Бельгии, он рассказывал такие чудеса об исцелениях, но меня больше всего поразил дядька из Голландии. Он нам рассказывал, во-первых, что Бог его исцелил от СПИДа. Это был первый человек, чье свидетельство я услышал, о том, что Бог способен исцелять от этого заболевания. Во-вторых, когда он стал рассказывать свое прошлое, думаю, Господи, да я агнец по сравнению с ним. Он был такой просто последний наркоман. Он говорит, полицейские проходили мимо меня, где я лежал раскумаренный, где-то там в центре Амстердама. Они не трогали меня, потому что они знали, в камеру сейчас притащат, сдохну там. Еще им придется рапорт писать, почему у них подозреваемый в камере подох. Они не трогали меня, говорит, потому что они знали, что вот-вот я сдохну от наркотиков. И знаете, как он зарабатывал на наркотике? Я когда это услышал, думаю, crazy чел. Он был мужская проститутка. Знаете, это люди вот просто с самого дна. Их Бог нашел, Бог их подобрал и вытащил. И когда этот человек свидетельствовал, я думал, Господи, если такого человека Бог способен изменить и сделать из него святого человека Божьего, служителя Божьего. Я сказал, уж меня-то, ангела, с проспектом дьявольским в башке, ты точно сможешь поменять, Господь. Такая ерунда еще была. Я-то не умел говорить по-английски. А он по-русски плохо понимал. И мне пришлось взять переводчика. А я такой сам всего стесняюсь, а тут переводчик красивая молодая девушка, будущая жена, да, потом так случилось. Мне настолько неловко рассказать о себе, о том, что у меня вот здесь проспект дьявола, что проспект похоти вот здесь, который я не могу победить. И я там мучаюсь, и вот так, и вот сяк пытаюсь как-то намеками рассказать. Я не знаю, что она сказала. Он говорит, давай помолимся, у тебя проблемы с гомосексуализмом. Я думаю, да нет, ты неправильно понял вообще все. Короче, пилюля не помогла. Он помолился за меня. Друзья, знаете, многие вещи изменились сразу. Правда, когда он молился, я видел, как Дух Божий, или там со временем, я увидел, как Дух Божий какие-то вещи произвел и освободил меня от чего-то. Но дальше я понял одну вещь. Для того, чтобы по-настоящему победить эту похоть, нужна целый процесс работы над собой с Духом Божьим. Потом уже с годами я стал понимать, нету ни одной пилюли ни в одной сфере жизни. Есть постоянный, кропотливый, непрестанный, верный труд со Словом Божьим, который приносит настоящую свободу. И с годами я стал понимать, когда ты день за днем
провозглашаешь свою свободу, когда ты день за днем, ты, например, там неделя за неделей постишься за свое сердце, ты берешь какие-то места Писания, размышляешь над ними, цитируешь эти места Писания. Потом, например, ты из этого проспекта, ты делаешь тропинку, ты все больше и больше не позволяешь каким-то мыслям оккупировать твой мозг, ты все больше и больше начинаешь в своем мозге быть хозяином. Со временем проходит какое-то время, и ты начинаешь понимать: а я-то, оказывается, другой. Я-то, оказывается, изменился. Знаете, как многие из нас, мы ищем сегодня разные пилюли, сверхъестественные способы получить одно или другое или третье. А я тебе могу сказать, все упрется в твой кропотливый, постоянный, верный труд. Верный труд над своим сердцем, верный труд над Словом Божьим, верный труд, когда тебе вообще, знаешь, неохота идти на поклонение, а ты идешь, когда тебе вообще неохота в воскресенье вставать, даже в 5 часов вечера, а ты просто делаешь над собой усилия и приходишь сюда. Наверное, свойство многих молодых людей, которые приходят, они говорят: я хочу быть в прославлении. Ему говорят: красавчик, мы тоже хотим, чтобы ты был в прославлении. Ну давай вот такое условие. Ты просто будешь на все наши собрания, репетиции, просто верно приходить. Раз. Вторая, третья вещь. Тебе просто дают задание. И вдруг ты понимаешь, что тебя хватает на неделю. Вдруг ты понимаешь, что тебя хватает на 2 недели. Потом ты вдруг решаешь стать там каким-нибудь, я не знаю, там человеком, который занимается светом. Потом ты вдруг решаешь стать человеком, который будет заниматься ходатайственным служением. И нигде, ни в чем не преуспеваешь, просто по одной причине, что нет вот этого понимания. Все строится на кропотливом, постоянном и верном труде. Нет другого пути, друзья. 30 лет прошло, я Богу благодарен. Я могу сказать, что тот человек 18-летний, нынешний человек 48-летний, я просто могу засвидетельствовать, что тот бред, с которым я пришел в своих мозгах, сегодня я об этом вспоминаю, как о страшном сне. Это связано и с сексуальной похотью, это связано с завистью, это связано с обидами. Знаете, как много людей сегодня, они бесконечно носят внутри себя боли, обиды, которые произошли с ними 10, 15, 20, 30 лет назад. Причем их обидели люди, которые лежат в Чонарыке на кладбище. Их нет больше, этих людей, но боль осталась, и ты таскаешь эту боль. И я тебе могу сказать: побеждай ее прямо сейчас, сегодня. Выходи из этой лодочки и начинай ходить по воде вместе с Господом, и ты будешь видеть того самого чудотворца, который приносит свободу в твою жизнь. Нет другого пути. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 34 стиха. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он жалился над людьми, потому что они были как овцы без пастуха, и начал их учить многим вещам. Уже поздно вечером ученики подошли к нему и сказали: место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в окрестные деревни и селения и купят себе поесть. Иисус ответил: вы дайте им есть. Подожди, Иисус. Сорян, ладно, одно дело, я выхожу из лодки. Это мои там фейлы, проколы. Но здесь толпа людей. Давай позаботимся о людях. Пусть они пойдут и поедят где-нибудь. Отпусти их, там Мустафа еще работает. Да, до 11 у них рабочий день. Знаете, вот здесь интересно, как Иисус реагирует на ситуацию. Вот в твоей жизни есть ситуация с финансами, с семьей. У тебя есть какая-то ситуация, например, жить тебе негде. Ты не знаешь, к примеру, как избавиться от одного или другого врага в твоей голове. У тебя могут быть куча разных ситуаций. Иисус знает, как это преодолеть. Согласны же? Но Он же знает. Он же знал, что будет вот эта ситуация. Но здесь Он почему-то им говорит: вы что-то сделайте, ребятушки, для начала. И вот честно, если быть честными с вами, пилюля, которая с небес от Бога, она, во-первых, долговременная, во-вторых, она работает только, когда ты ее правильно активируешь. А правильная активация происходит, когда ты первый начинаешь делать правильные шаги в сторону Бога. Не жди. Знаете, вот многие сегодня ждут. Я с одним человеком разговариваю. 10 лет назад у него была мечта пойти служить там в определенных местах. 20 лет назад у него была та же самая мечта. И сегодня он при мечте. Стабильность, стабильность. А некоторые говорят: да зачем в это двигаться, мечта пропадет. Так вот, у него мечта стать служителем, но за эти годы он стал уже умный очень. А служить так и не начал. А почему? А потому что он ждет, что однажды его Иисус вот так за шкирку поднимет и понесет, принесет. Потом к человеку обратится, через него вот так ротик откроет.
Вот так руки через него протянет, положит, и тот человек исцелится, благословится, чудо с ним произойдет. Нет, не работает так. Он говорит, вы давайте что-то делайте. И они, Библия говорит, ученики удивились. Неужели ты хочешь, чтобы мы купили еды динариев на 200 и накормили этих людей? А где они эти динарии возьмут? Из Божьей кассы. Такие хитрющие, знаете. И он говорит, сколько у вас хлеба? Пойдите, посмотрите, начните что-то делать. Он говорит, давайте уже, ребят, давайте. Начни что-то делать. Начни что-то делать в служении, начни что-то делать со своими мозгами. Перестань просто ждать, что однажды какой-то божественный петух с небес тебя так клюнет сильно, что все поменяется. Я жду ворон Илии, которые его кормили лепехами, водой его поили, откровения приносили, а сейчас я под кустом лежу пока что. Нет, друзья, правда, не так это все работает. Иисус нам какие-то вещи говорит, мы видим какие-то горизонты, и мы понимаем, что мы что-то можем делать со своей стороны. Мы начинаем что-то делать, может быть, даже неправильно. Он поддержит, вытянет, скажет, с другой ноги попробуй. Не с левой, с правой надо было начинать. Это всего касается. Это касается исцеления, это касается финансов. Это касается нашего духовного этого изменения в нашей собственной душе, в нашей голове. Это касается отношений в семье. Это касается всего. Не жди, что Иисус придет, ты просто будешь сидеть, а Он все поменяет в твоей жизни. Иисус велел рассадить народ группами на зеленой траве. Вы знаете, да, чем закончилась история. Люди возлегли, расположившись группами по 100, по 50 человек. Взял 5 хлебов, 2 рыбы, поднял глаза к небу, благословил пищу. Потом Он стал разламывать хлеб, давать своим ученикам, чтобы те раздавали народу. И 2 рыбы тоже разделил на всех. Все ели, насытились, собрали еще кучу остатков, и всего людей было, не считая женщин и детей, 5000 человек. Чудо? Чудо. Но оно бы не началось, если бы ученики со своей стороны что-то не начали делать. Чудо хочешь? Начинай. Хотя бы спроси у Бога, а что мне прямо сейчас начать делать? Я вас вдохновляю, друзья, начинайте уже прямо сейчас что-то делать. Хватит отращивать мозги. Вот правда, я на некоторых смотрю, мозги вот такущие, но как ничего не делал, так ничего и не делает. И ты встречаешься с этим человеком, он зато эксперт во всем. Эксперт в бизнесе. Ты его слушаешь, думаешь, Господи, ты хоть просто жареную рыбу выйди и начни продавать на Артасайском базаре. Хоть начни какой-то бизнес. Ничего никогда не делал, но зато вот такой эксперт в бизнесе. Надо пригласить маркетолога, надо пригласить демонолога. Не понимаешь, что эти слова какие-то человек говорит. Чего ты говоришь? Просто начни что-то делать. Я в Узбекистане одного человека очень хорошо знаю. Я стал спрашивать, наводить справки об этом человеке. А мне говорят, он в своем городе один из самых преуспевающих людей в языковой школе. У него самая крутая языковая школа. И, может быть, даже не на город, а на весь Узбекистан. Я вспоминаю этого парня, и для меня этот человек всегда был уникален. Знаете в чем? Он всегда был готов куда-то постоянно двигаться. У него всегда были какие-то идеи, мало того, что идеи эти были, он ставил цели, эти идеи достигал. Одно дело просто эти идеи генерировать в своей голове, другое дело начинать мало-помалу, цель за целью достигать эти идеи, которые есть в голове. Друзья, я хочу вас вдохновить, пожалуйста. Будьте людьми, которые сегодня ставят цели. Будьте людьми, которые сегодня шаг за шагом двигаются к целям. Потому что если нет цели, ты ни к чему придешь. Нет цели финансов, придешь ни к чему. Нет цели улучшить жилищные условия, будешь жить в своем сарае еще ближайшие 25 лет, пока не умрешь. Я тебе это пророчество. Злое, но пророчество. Потому что, например, нет цели что-то в сердце поменять, нет цели какие-то перемены увидеть в своей душе. Если нет цели и нет постоянного, кропотливого, верного труда для достижения этой цели, цель эта никогда не осуществится в твоей жизни. Это будет мечта. 10 лет пройдет, 20 лет пройдет, а мечта все на том же месте. В те же дни, когда опять собралась большая толпа и у людей не было еды, Иисус подозвал учеников и сказал... Даже можно было бы не говорить. Можно было бы сказать, ребят, помните, как у нас было все в прошлый раз? Давайте что-то начинайте делать. Но Иисус говорит, мне жаль этих людей, они со мной уже 3 дня, и у них не осталось еды. Если я отпущу их по домам голодными, это другая история, вы понимаете же, да? То они в дороге ослабеют, ведь некоторые пришли издалека. Как же здесь, в этой пустыне, найти достаточно хлеба, чтобы их накормить?
Блин, годы идут, люди не меняются. Ну правда. Вот как я говорил, риторика не изменилась вообще. Мустафа до 11 работает. Да ты уже говорил это, ну не рабочая схема. Вот знаете, в нашей жизни столько вещей странных. Мы делаем год за годом одну и ту же ерунду какую-то, которая не работает. И потом спрашиваем: Бог, а что? А что перемен-то нет? Да потому что надо начать что-то делать другое, наверное, совсем уже. И опять Иисус спрашивает: ну сколько у вас хлебов? А они уже, видать, какие-то прошаренные там были, уже проверили, сколько есть хлебов. 7, ответили ученики. Ребят, здесь, знаете, снова эта история повторяется. Ну не зря же 2 раза одна и та же тупая совершенно, ну с позиции учеников история. Они тупят дважды. Иисус велел людям возлечь на землю, затем он взял 7 хлебов, поблагодарил за них Бога, стал разламывать на куски под копирку, все под копирку. Знаете, вот, а Бог же нам день за днем, год за годом стучит, говорит: давай, начинай что-то менять. У тебя с семьей 10 лет, никаких изменений. Человек, ты когда ему говоришь: слушай, у тебя проблемы в семье, да, я знаю, я молюсь. Я молюсь. Это как будто бы вот сейчас должно отменить все то, что ты должен сделать. Вот у тебя проблемы с детьми. Да, я молюсь. И как бы человек говорит: ну, это уже не моя проблема, я помолился, это уже проблема Бога. И если ничего не меняется, значит, у Бога какие-то проблемы. Нет, нет, хватит молиться, начни из лодки выпрыгивать, начни что-то делать. Знаете, вот самая тупая бы вещь была, там Иисус бы им говорил: давайте накормим толпу, давайте. Во имя Иисуса Христа, Господи, накорми их. Да нет, что-то начинай делать, что-то делать. Надо иногда не просто молиться, это по-религиозному звучит и духовно звучит, но это вообще не рабочая схема. Бог говорит: да, помолись, спроси, что нужно делать, а потом делать начинай. Хватит уже молиться. Звучит, да, как недуховно? Как-то антирелигиозно звучит. Хватит молиться. Вот у тебя трудности какие-то в голове. У тебя трудности какие-то с людьми, да? Можно, знаешь, по вообще легким путем пойти и сказать: идиоты меня окружают, поэтому трудности. Бараны со мной живут, поэтому трудности. Да толпа людей так живет. У меня жена баран, коза, муж баран. Все, молодец! Ты красавчик, вокруг тебя все проблемы, вот они, в них оказывается. Но как только ты начинаешь понимать, что от тебя что-то зависит, Бог от тебя ожидает каких-то шагов первых, ты начнешь правильно молиться. Ты начнешь говорить: Бог, куда мне идти, что мне делать, как мне открывать бизнес, что мне нужно делать, чтобы мозг мой поменялся, что мне нужно делать, чтобы сердце мое изменилось. И ты начнешь это делать уже прямо сегодня, прямо сейчас. И хватит до бесконечности о каких-то проблемах молиться. Помолись так, чтобы уже от Бога понимать, что тебе делать.